Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Астане состоялось заседание Совета Ассамблеи Тюркпа. Вступив на заседание, действующий председатель Тюркпа, спикер Милли Маджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выразила уверенность в том, что предстоящий на мероприятии обмен мнениями и решения, которые будут приняты, внесут вклад в достижение целой организации. Она представила вниманию участников мероприятия отчет о работе, проделанной за время председательства Милли Маджлиса в организации. Сахиба Гафарова подчеркнула, что за истекший период предпринимались все шаги для укрепления межпарламентских связей и еще большого усиления деятельности Тюркпа. В докладе также высоко оценена работа группы женщин-парламентариев и группы молодых парламентариев Тюркпа в плане усиления роли женщин и молодежи в наших странах, а также дальнейшего укрепления сотрудничества между женщинами и молодежью, представителями наших парламентов-участников, в том числе проводимые в этой области мероприятия. Затем были обсуждены организационные вопросы и приняты соответствующие решения. Отметим, что председательство в организации перешло к Казахстану. В Астане 12 июня завершились очередные заседания парламентской ассамблеи тюркских стран. По завершении мероприятия главы парламентов государств-членов ассамблеи провели пресс-конференции для представителей средств массовой информации, где кратко рассказали о рассмотренных вопросах. Принято решение о проведении следующего запланированного на 2026 году заседания Тюркпа в Кыргызстане. Мы сегодня на совете Тюркпа все спикеры поздравили Сахибу Алиевну, уважаемую, с прекрасным завершением азербайджанского председательства. Было проведено очень много мероприятий, важных мероприятий парламентских. Сегодня, вот только что я перечисляла нашим журналистам. И мы считаем, что председательство Азербайджана, оно как бы консолидировало наше сотрудничество, укрепило его, углубило, наполнило новым смыслом. Это и вопросы климата, это и вопросы, вот я говорила о конференции по исламофобии, которая прошла в Баку, это и транзитно-транспортное сотрудничество, транскаспийский транспортный средний коридор, маршрут. Вот. Так что я считаю, что это было очень плодотворное сотрудничество, и мы с этим поздравили наших азербайджанских коллег. Культурная программа с участием соотечественников, проживающих в городе Анкара и местных жителей. В рамках мероприятия был проведен вечер Дни Кыргызстана, в ходе которого были продемонстрированы видеоролики о стране. Исполнен отрывок из эпоса «Манас», национальной композиции на кумузе и кыргызский национальный танец. Manas destanından ufak bir bölüm seslendireceğim. Manas destanı, Kırgızların milli destanı, dünyanın en uzun destanı. Ve Kırgızların ansiklopedisidir desek abartmış olmayız. Kırgızlara dair destanın içerisinde her şeyi bulabilmemiz mümkün. Ey toyu tarap getkenin, çakıptın görgün etkenin, moğoydun ulu çakıptır. O katın kılığı atıptır, alaydın başın cay alıp, altaydın tosun tayanıp, aksı menen güç ördün, içerine çay alıp,
Қарашар қамал көктөтіп, қалмақтарға көптөтіп, Хорузды хандың он ұлы, опол-тоқ алған жеріне, ойрон болған бай Жақып, Ноғойдың келбей еліне, байдың екі баласы, басқаны Қашқар таласы, Байекем Жақып қантты деп басылбай жүрді санасы, көз қамана түйсөндүн ал Қытайға кетіп түзөлді, баш көспөк болды баласы. Басқан жүрген жерлері тетігі ман жүрі аталасың Тевиттің арқы тушында қылыптыр Қытай өкімді қайрынан азып бай Жақып қылмышы жоқтон өкінді азған менен тозғондон арғайсыдан қошқондон арғайсыны бірігіп алып келіп пошқондон сетіміш болды түтіні жетіп парзайтып жер алуға күтінді Алтайдың башын үч арал ататып алып жеріне азырқысын жайлап тұр Азобилдің беліне айта берсе сөзі көп азыр құлақ салғыла баяғың арыстан манас кевинен Тойдон кейін тоқ толып, 2 жыл тамам өтіптір. Манас бойғы бүткені тамам 3 ай өтіптір. Бай биченің көңілі башқа қуып кетіптір. Өз тамағы есте жоқ, көрінуші көзге жоқ. Бал шекерге қарабайт, башқа тамақ жарабайт. Жесем деп жол борш жүрегін, мұндан башқа саннабайт. Жетпейт жол борш жүрегі, синди болып бай биче. Жерігінен жүдөді жылқычыға бар бергені қаңғайдың қара мергені бір жол борс атты дегені жол борстатып салды деп терісін сыйырып алды деп бор жүрек баш кеті қош жанында қалды деп айтқанын шиырды ұғып тұр алдынан чурғап шығыптыр барып қалды шиырды жылқычының жолуына қара құлақ чоң жамбы қармай барды қолуына қайыптан дүйіні тап деді қарап тұрбай жылқычым қайтылдамдап чап деді шашырып жап жүрбөгін жарып жол борш жүрегін алып кел деді өзіме ат-енемден сен жақын көрінесің көзіме қалағанын барысын қаншада берем өзіне Жылқышыға айтып бұл депті, жылқышысын жіберді, жылқышы бұға таң қалды, ақысына жамбалды, арақ оның ортуға ал жылқышы сандалды, барса жол борш жатыптыр, саңқиып мұздап қатыптыр, жол борстон жүрек алғаны, жолға қайра салғаны, жол бойында бір бе, телиден өліп жатыптыр, жылқышылар жиылып, аны сойып атыптыр, анында алды жүрегін, 2 жүрек бермеке, бай биченін бұл ішін, байқап сынап көрмеке, жылқышы жолға салғаны, ертесінде түшкенде жылқычы келіп қалғаны. В начале мероприятия официальные лица и гости фестиваля посетили павильон Кыргызстан.
В мероприятии приняли участие свыше 5000 человек, которые являются жителями и гостями столицы Турции, депутаты парламента Турции и местных самоуправлений, руководители других городов, представители дипломатического корпуса, граждане Кыргызстана, проживающие в Турции. Uçbaygan tip kalal, bige barın çakırıp bir kumardan kanal. Jarkı küngü dengelsin, yaşlığındın jamalı. Atpay kırgız beylesin, arulantıp düğünüsün. Jengil bolgun bulutay, jerge butun teybesin. Bayqap turgan adamlar, bali kırgız beydesin. Gülünündü kıvırrat, dem koşulsun deminge, dene boyun çımırrap. Meldirebe yarışkan mezgil menen zımırrap. Atpay kırgız beylesin, arulantıp düğünüsün. Jengil bolgun bulutay, jerge butun teybesin. Bayqap turgan adamdari, bali kırgız beylesin. Bilesek el gönüllük olurdu. Konup kalgan bir gezde kol kutalıp olurdu. Çalpı kırgızırdasın, jaratılış tundasın. Jarkıldagan yıldız bir jaşobuzdu nurdasın. Irız bolup kırgız bir ıntımatı çıngasın. Atpay kırgız beylesin, arulantıp düğünüsün. Jengil bolgun bulutay, jerge butun teybesin. Bayqap turgan adamda Bali kırgız beydesin. Гахский район Азербайджана. Расположенный на северо-западе Азербайджана, Гахский район граничит с Грузией. Вдоль границы протекают реки Кюмрюк, Гашгачай и Эйри-Чай. Горные озера и водопады являются украшением этих мест. На юге района наблюдается сухой субтропический климат, а в центре частично жаркий, частично влажный субтропический, высоко в горах холодный. Летом самая высокая температура равняется плюс 41 по Цельсию. Подобная температура наблюдается на берегах озера Аджинохур. Зимой самая низкая температура наблюдается на горных вершинах, где доходит до минус 45 по Цельсию. Заповедник Илису находится на территории этого района. В горных лесах обитают медведь, горный козел, волк, степной кот, кабан, шакал и другие животные. В районе имеются отличные условия для охоты и рыбной ловли. В Ганык-Эйри-Чайской долине основными охотничьими зонами являются равнины и предгорья. Для рыбной же ловли подходят реки Эйри-Чай, Гапы-Чай и Ганык, а также бассейн территории села Ляляли. Самые живописные места района расположены в 12-20 километрах от районного центра. Центр Гахского района, город Гах, был заложен на лесистых южных склонах гор Большого Кавказа, на берегу бурной реки Курмухчай, на высоте 500 метров над уровнем моря. Слово «Гах», выражающее название города, означает крепость, укрепление.
В 6 километрах к северо-западу от Гаха среди фруктовых садов и девственных лесов расположено маленькое живописное село Акчай. В первом тысячелетии жители региона приняли христианство, но после арабского завоевания большая часть населения исламизировалась. В средние века Гах находился под властью грузинских царств, Ширвана, иранских держав и других могущественных стран. В 1562 году Гах становится столицей султаната Илису, вассального от Персии. Это небольшое государство существовало до начала XIX века. В 1803 году Гах включен в состав Российской империи, но до середины столетия сохранял автономию. В 1860-1917 годах Гах входил в особый Закатальский округ. В 1930 году Гах назначен центром одноименного района, а через 37 лет получил городской статус. Горное село под названием Илису, когда-то оно было столицей Илисуйского султаната, находящееся на высоте 1400-1600 метров над уровнем моря в 12 километрах на северо-западе от Гаха, привлекает к себе большой интерес. Термальные минеральные серные источники, расположенные в окрестностях этого села, обладают лечебными свойствами. Район многонациональный, также можно назвать «Малая ассамблея народа Азербайджана». Наш собеседник, бывший директор школы Масико Бабаджаншвили, житель села Ингилой Кютюклю Кахского района. Özünüzü təqdim edin. Бабаджаншвили Масико Истович, ветеран труда Азербайджанской республики. Я 45 лет работал в школе, в том числе 35 работал директором школы. Уже 2 года уже я оставки, сейчас я пенсионер, уже пенсионер я. Пожалуйста, сейчас где мы находимся? Место скажите. Село Котокло Кахского района Азербайджанской республики. Сколько лет здесь живете? Я вообще здесь родился, здесь живу. Как вам живется? Нормально. Отношения между Грузией и Азербайджаном очень хорошо. Какие? Да. Мы всегда посещаем детальную свадьбу. Всегда, допустим, 50% Азербайджан будет, 50% Грузины. Мы такое отношение, что уже мы родные почти. А скажите, вот это селе, да, называется, или поселка у вас, сколько народностей живут, разных национальностей, представителей? Представители здесь азербайджанские много национальностей, в том числе живут грузины, это около 7 тысяч. Больше 7 тысяч. Но у нас в Кахском районе существует 6 школ. В том числе это 5 школ, уже это полусредняя школа. Ну, это один школа, это одна школа. Вы еще членом комиссии? Да, членом комиссии национальных отношений между Грузией и Азербайджаном. Я доволен. Да, господин. Чем вы довольны? На все. И в жизни, и отношения. Я еще говорю, я очень доволен правительством. Наш президент, уважаемый президент, гарант и грузин, и других народов, в том числе. Но я это национальный грузин, но я очень доволен. Все не я, все, мы как это давно живем вместе. У нас совпадают некоторые, как говорят. И... Скажите, пожалуйста, вы знаете Кыргызстан? Как? Кыргызстан. Недавно, вы знаете, что наш президент посетил Кыргызстан. Да, но это же тоже начало, не то, что начало, развитие дружбы между разными народами, в том числе Кыргызстан. Развитие что вы думаете? Между народом Грузии и Азербайджаном очень хорошее развитие у нас. Живем в Азербайджане. Какому президенту вы говорили? Ильхам Алиев. У вас имеете возможность продолжать свои национальные обычаи и традиции? Да, ну. У нас обычаи всегда как это свободный. Свадьбы делаете, свой национальный праздник отмечаете. Национальный праздник отмечаем, это праздник Пасхи отмечаем. Национальный праздник у нас такие
обычая, мы всегда как грузины. Во время разговора наш собеседник, пользуясь возможностью, через программу «Мост дружбы» на грузинском языке поприветствовал своих соотечественников, живущих в Кыргызстане. ახლო ურთიერთობა გვაქვს როგორც ქართველებს, ისე აზერბაიჯანელებს, ყოველთვის ჩვენ ისევად როგორც იტყვი, როგორც ძმები, ისევად ერთმანეთს ხვდებით ქორწილში, ღმერთმა შორს გასვენებაზე ერთმანეთთან ვართ ყოველთვის აი ესე ძალიან მეგობრულად ვართ.
Учитывая значение и роль физической культуры в охране и укреплении здоровья азербайджанского народа, физическом развитии молодежи, достижении спортивной части страны и еще более высоких вершин на международной арене, ежегодно 5 марта в Азербайджанской республике отмечается как День физической культуры и спорта. Азербайджан признан в мире как спортивная держава. Успешное проведение Азербайджаном авторитетных спортивных соревнований содействует не только развитию различных видов спорта в стране, но и, самое главное, поднимает спортивный, а также экономический и геополитический имидж страны на мировой арене. Азербайджан стал одним из адресов мультикультурализма в мире. Этот почетный статус уже признается мировым сообществом. Сельское хозяйство и туризм – одни из отраслей экономики, которые стремительно развиваются в Азербайджане. Порой кажется, что в летнем раскаленном Стамбуле нет ни одного уединенного места, где можно спастись от палящего солнца. Но на самом деле оно находится прямо в центре турецкого мегаполиса, районе Султан-Ахмед. Это цистерна-базилика, прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на глубине 10-12 метров. В этом огромном прохладном помещении вы не только сможете спастись от жары, но и узнаете много интересного. Сооружение было построено на месте базилики Святой Софии. Цистерна по-гречески означает водохранилище, поэтому сегодня музей так и называют «Цистерна-базилика». На 2013 год под Стамбулом найдено более 40 цистерн. В базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам, в том числе и по самому большому акведуку Стамбула – акведуку Валентина, из источников Белградского леса, расположенных в 19 километрах к северу от города. Размеры подземного сооружения 145 на 65 метров. Емкость 80 тысяч кубических метров воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживает 336 колонн, 12 рядов по 28 колонн 8-метровой высоты. Колонны стоят на расстоянии 4 метров 80 сантиметров друг от друга. Стены толщиной 4 метра сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Efendim şu anda biz İstanbul'da Osmanlı döneminin su deposundayız, eski. Evet. Bununla ilgili kısa bir şeyler anlatır mısınız? Tabii. Şu anda İstanbul Çemberlitaş'tayız. Burası su sarnıçlarının olduğu yer. Еребатан сарайını da çok andırır. Нам объясняет организатор наших культурных мероприятий в Турции, почетный президент культурного общества Юрюк Туркмен, генеральный директор культурного фонда Юсуфия Юсуф Эзель. Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки. Часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. У двух колонн в основании головы медузы Горгоны. Одна из них расположена вниз головой, другая повернута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища. Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Блок с похожей головой находится во дворе археологического музея Стамбула. Tarihimizi korumuşlar en azından. Çok güzel olmuş hem de çok güzel olmuş, evet. Şimdi bir tarihimize seyahat edelim ve bilgilendirelim bizim izleyiciler. İnşallah. По соседству находится бассейн желаний. Кстати, цистерна-базилика отдельно напоминает дворец, поскольку состоит из 336 9-метровых колонн. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных античных храмов. На двух колоннах расположены мраморные головы медузы Горгоны. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены эти колонны. Кроме того, ученые точно не знают, почему одна колонна расположена вниз головой, а другая повернута на бок. Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Ведь именно это и могло случиться, если верить мифам Древней Греции.
Вода поступала в цистерну по акведукам из Белградского леса, находящегося в 19 километрах к северу от Стамбула, на побережье Черного моря. Интересно, что греки позаботились о сохранности цистерны. Во-первых, ее стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра. Во-вторых, они покрыты специальным водоизоляционным раствором. Кстати, водохранилище использовалось по назначению до 16 века. Затем цистерну забросили вплоть до 80-х годов 20 века. Но в итоге водохранилище все же опорожнили и начали очищать. В 1987 году во время реставрации цистерны было удалено огромное количество грязи. Забетонирован пол, сделаны деревянные настилы, по которым сегодня ходят путешественники. Теперь цистерна красиво подсвечивается изнутри, а уровень воды в ней совсем небольшой – 40-50 сантиметров, а по дну плавают рыбы. Цистерна активно использовалась до османов. Впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено. И только в 1987 году в очищенной цистерне открылся музей. Здесь есть и свои поверья, которые очень любят туристы. Например, чтобы исполнилось ваше самое большое желание, нужно подойти к колонне слез, украшенной завитками. В один из таких узоров необходимо вставить палец и повернуть его на 360 градусов. Ну а дальше просто ждать исполнения заветной мечты. Кроме того, неподалеку расположен и бассейн желаний, куда путешественники со всего мира бросают монетки, загадывая желание. О пользе тыквы для здоровья человека знают многие, поэтому широко используют этот овощ в кулинарии. Однако не все хозяйки знают, что из тыквы можно приготовить очень вкусное варенье, которое может использоваться не только в качестве самостоятельного десерта, но и как начинки для многих видов выпечки. Первым шагом к приготовлению любого блюда из тыквы является ее предварительная подготовка. Для начала нужно взять тыкву и хорошенько ее помыть снаружи. Если плод большой, то его можно просто протереть мокрой тряпочкой, а затем вытереть насухо чистым полотенцем или бумажной салфеткой. После промывки приступают к разделыванию тыквы. Для этого понадобится кухонная доска и большой, хорошо заточенный нож. Тыква может быть очень твердой, поэтому хозяйке придется приложить некоторые усилия, чтобы ее разрезать. Сначала плод разрезают вдоль на 2 равные половины. Внутри тыквы находится семенная камера, которую руками вычищают из обеих получившихся половин. Волокна этой камеры выбрасывают, а семена можно засушить и употреблять в пищу. Затем каждую половинку тыквы разрезают на крупные куски любой формы, с тыльной стороны которых аккуратно срезают твердую кожуру, а с внутренней удаляют оставшиеся волокна. Очищенные крупные куски тыквы разрезают на более мелкие в соответствии с рецептурой варенья. Варенье будет вариться довольно долго, не менее 1 часа. Его готовность можно определить по внешнему виду кусочков тыквы. Они станут прозрачными.